Снегоход и лыжи. Без такой амуниции вглубь леса не пройдешь, а пересчитать животных нужно. Вот и запасаются егеря Восходского лесничества всем необходимым. В этом году им помогают 20 добровольцев. В лесной чаще используют навигатор, а в планшет записывают следы и направления миграции животных. Нас обеспечили такими навигаторами. Учетные маршруты сюда закачанные. Мы вот строго по нему проходим. Встречаемся мы заяц, лиса, лоси, косули, бывает, через дорогу проходят. А еще куропатки и тетерева. Андрей Тарасов – один из добровольцев. Уже второй год он помогает вести учет диких животных. Длина маршрута 15 километров. По пути он не только считает следы, но и проверяет кормушки. Здесь по одной на каждый гектар леса. В кормушку ложим сено, липовые веники, соль и пшеницу или овес, что есть. И делаем в разных местах, чтобы косули, птицы обитали, чтобы знать, какие птицы обитают, например, здесь. Дикие животные какие появились или были здесь до этого. Вот отсюда косуля пришла она, вот сюда. Она ходила здесь, кушали, ели. Эти следы охотники сотрут, а через сутки вернутся и запишут новые показатели. Протяженность общего маршрута Восходского лесничества 247 километров. Учесть нужно 17 видов животных. Все по 4 новым методикам. Авиаучет, шумовой прогон, учет в местах искусственных концентраций, зимний маршрутный учет. В Нурлатском районе используют последний. В настоящее время прослеживается трехкратное увеличение косули, поголовья косули. В этом году, например, на данном участке Восходского лесничества замечены пятнистые олени. Полученные данные позволят оценить состояние охотничьих ресурсов и принять меры по сохранению и восстановлению фауны республики. Алия Хайрудинова, Гульнас Хасан, Алмаз Ахмедзянов, ТНВ, Нурлатский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.